У нас про ваш любимый Казахстан. Знаете, давно хотел видео такого плана. Опять сегодня утром смотрю про ТикТок и натыкаюсь про рассказ про сирийскую крепость. Там не буду название повторять, потому что сейчас неправильно скажу. Не в том дело. Эта крепость была крестоносцев, ее постоянно какие-нибудь мусульмане, да, это есть эти правоверные, да, атаковали. Не могли ее долгие, века взять. Чуть не упал, представляете? Ну вот. И, короче, потом все-таки ее взяли. Какой-то там, какой-то хан ее, какой-то очередной, султан, какой-то очередной султан ее взял. И, значит, такая подпись идет. Это не про крепость вообще тоже. Это такой-то чувак из такого-то казахского жуза. Понимаете? И не первый раз я вижу такие, значит, надписи, комментарии к всяким видео. Допустим, про Великую Отечественную войну. Где там написано про Берлин рассказ, про Будапешт, взятие Будапешта, или про оборону Москвы, или еще чего-нибудь, там обязательно находятся такие комментарии, что это были казахи, это был какой-то казах, это были казахи и все прочее. Где там не перни под в ТикТоке, да, там везде были казахи. И это так вас пытаются сделать великими, понимаете, когда вам рассказывают вам неправду, убеждая вас, что вы великая нация, и вы везде участвовали. Вы везде там, да, везде там казахи, везде все придумывали казахи. Это, ребята, не так, я вас огорчу. Ни в коем случае это видео не вас унизить, а это вас предупреждение. Потому что я услышал, когда, не знаю, я повторяю эту фразу, она мне очень понравилась. Когда вас начинают делать великими, знаете, вас готовят на убой. Мы смотрим это на примере Украины, да? Ребята, вы никакие не великие. Вы такие же люди, как и все остальные. Да, в пределах своей страны. Вы что-то, конечно, хорошее сделали для своей истории своей страны, которая возникла, вот видите, снег упал, довольно недавно. Так же, как и США. Вы в США очень-очень похожи. США существует 250 лет, там чуть больше. Ну, и вы существуете там, ну, сколько, 90 лет там, да, когда вас большевики придумали. Это ваше государство. У вас нет никаких древних городов на территории вашей страны. Город Алматы основан русским царем, город Верный. Сначала это был просто был военный пост, потом с него создали город Верный. И все, если так всего этого коснуться. Но вас пытаются сделать великими. Ну, вы можете сказать, а что вы тогда, вот Россия великая? Ребята, да, Россия великая. В каком плане она великая? Великая Россия не тем, что она когда-то там кого-то обороняла или кем-то правила. Да, и это тоже есть. Но страна Россия велика тем, что у нее есть великие люди, в ней родившиеся. Это писатели, это Лев Николаевич Толстой, это Лермонтов, это Пушкин, это там Лесков, там Серафимович, там, ну, много достаточно писателей, даже не буду сейчас повторять, прям сразу не ходит, Островский, Шолохов. Все это Россия, понимаете, Фадеев, Россия. Ну, да, большое количество писателей, большое количество изобретений. Это именно из России. Самый мощный ледокольный флот находится в России. Большое количество нобелевских лауреатов. Древнейшие тысячелетние города находятся в России. Понимаете? И заметьте, никогда Россия не украдет себе чужие победы или чужие изобретения. Если она что-то придумала или что-то сделала, она говорит, это так. Посмотрите, как делают Соединенные Штаты. Они пытаются у нас уже какое десятилетие, особенно после развала Советского Союза, украсть победу в Великой Отечественной войне. Допустим, они украли победу с Красной Армией, Советской Армией при освобождении Кореи. При освобождении Китая у них не получилось. Но при освобождении Кореи у них получилось украсть победу. И южнокорейцы уверены, что их освободили американцы, а не Красная Армия высаживалась на Корейский полуостров. То же самое делают с вами, казахами. Для чего это делают? Для того, чтобы сделать вас великими, рассказать, что это все были ваши земли, и вам нужно идти нападать на Россию. И вас там голодоморили, вас там оккупировали и всего прочего. Все вот эти вот рассказы. Понимаете, для чего делают? Для того, чтобы вас готовят на убой против России. Антироссия 2. Это после Украины вы будете занимать второе место. И потом вы будете гибнуть под русскими ракетами и бомбами. Понимаете? И обижаться. Так и вы сами себя начинаете делать великими и присваивать себе то, что вам не принадлежит. Именно те изобретения, те исторические факты, которые вам не принадлежат. Если казахи помогали, да,
казахской национальности, люди казахской национальности, и мужчины, и женщины, герои Советского Союза, и летчики, и снайперы, и пехотинцы, и танкисты. Это заслуга казахского народа. Это вы делали. И никто это не отрицает. Русские это не отрицают. Везде, в всех списках воинских частей есть именно казахи. Есть герои Советского Союза. Все мы про них помним. Поэтому вам запретили парад Победы 9 мая. 5 лет вы его не проводите. Почему? Потому чтобы вы не знали правду. Вам рассказали, что какой-то Кокшенбаев поднимал флаг над Рейхстагом. Ребята, этого не было. Понимаете? Флаг Победы хранится в военно-историческом музее в Москве, и поднимал его Егоров и как его, грузин второй фамилия, забыл как его. Неважно сейчас вспоминать это все для этого ролика, неважно, но казах этого не делал. Да, казахи штурмовали Берлин в составе подразделений советской армии, такой Красной армии. Понимаете, это было, никто это не отрицает. Но вы не составляли даже 50% численности советской армии. Есть рассекречены военные архивы Советского Союза. Вы можете в интернете их найти и посмотреть. Сколько казахов участвовало в обороне Москвы. Сколько казахов участвовало в взятии Берлина. По спискам этих частей. Если там наберется 10-15%, это хорошо. Вы не составляли основную часть Красной армии. Понимаете? И вам это пытаются тоже втереть. И так далее, и тому подобное. И только я вам говорю правду. Вы не обороняли, вы не то, что не обороняли Москву, казахи обороняли Москву в составе части советской, но вы не составляли ключевое значение. Если бы вас там не было, все равно бы Москву отстояли и без вас. И при Наполеоне, и при Гитлере, и при всех других битвах. Никакие земли вам не принадлежали. Республика Казахстан и современный Казахстан, вышедший из Казахской Советской Социалистической Республики, это молодое государство, которому не больше 100 лет. Вот это ваше государство. Никаких великих побед у вас не было. Никаких Египтом никаким вы не правили. Никакие крепости в Сирии вы не штурмовали. Понимаете? Ничего этого не было. Гордитесь тем, что у вас есть и что вы сейчас создаете. У вас нет собственного алфавита. Вы пользуетесь кириллицей. До этого вы пользовались латиницей и арабской вязью. Но казахского алфавита, как хангыль, как кириллица, не существует, как латынь, не существует. Его никто не придумывал. Тогда в чем ваше величие, если вы просто не смогли создать азбуку? Понимаете? Страна называется великой, когда она что-то создала. То же самое Соединенные Штаты Америки. Apple компания – это прорыв технологий. Microsoft – прорыв технологий. Там Сикорский – вертолетостроение. И то он является киевлянином, из подданным Российской империи. Но он американец. Понимаете, вот чем ценится нация. А не просто кричать: мы великие, мы делали то, мы делали это, воруя чужие достижения и победы. Никакие вы не великие, вы просто обыкновенные казахи. Обыкновенная народность, проживающая в Средней Азии, сейчас называется Центральная Азия, которая создала свое государство Казахстан. Так гордитесь тем, что вы делаете сейчас. Что вы сделали сейчас. Не тогда-то, когда-то, 1000 лет назад. Понимаете? Когда вы воруете чужие победы, пытаясь что-то доказать, какие вы невеликие. Вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на свои города и кто их построил. И вы поймете, кто вы есть на самом деле. И посмотрите на свою письменность. И вы поймете, кто вы есть. И вы не найдете нигде в истории казахского алфавита. Вы пользовались всегда чужим алфавитом. Вот и все. Начиная с этого, начиная с азбуки, как детей учат в школах, начиная с азбуки, все остальное, что вам приписывают делать своими великими, все это вранье. Ну и все. Закончим на этой радостной ноте. И чтобы не было войны. Всем пока.